то же время для того, чтобы создать и привлечь инвесторов, необходимо создать должную инфраструктуру. Поэтому правительство планирует модернизировать специальные экономические и индустриальные зоны Казахстана, а также построить их в новосозданных областях, таких как Туркестанская, Абай и Жетысу. Кроме того, по принятому комплексному плану развития Астанинской агломерации в районе Аршалы появится новая СЭС. Какие еще меры принимаются по стимуляции инвестирования в нашу экономику? Когда заработает цифровая платформа для инвесторов? Об этом нам в эксклюзивном интервью рассказал министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. Добрый вечер, Нурлан Зерикович. Расскажите нам, пожалуйста, в этом году, насколько нам известно, в рамках единого пула инвестиционных проектов запланирована реализация больше 200 инвестиционных проектов. Вот в разрезе регионов можете рассказать, где они будут расположены, в каких отраслях? В целом региональная структура, она у нас широкая. И инвесторы практически во всех регионах, можно сказать, присутствуют, будут работать. Конечно, в первую очередь инвесторы идут туда, где есть соответствующая инфраструктура. Да? Это у нас в этом году мы планируем дать определенный импульс работе специальных экономических зон, индустриальных зон, которые у нас индустриальные зоны имеются во всех регионах. Что касается СЭЗов, то у нас 13 СЭЗов, которые сейчас работают и которые нуждаются в обновлении инфраструктуры. Мы в этом году себе поставили цель решить вопросы инфраструктурного обеспечения. Это позволит быстрее привлекать инвесторов, то есть инвестор приходит на готовую площадку, где есть подведена инфраструктура, поэтому им легче будет быстрее реализовать свои проекты. Вот глава государства часто говорит об этом, и даже премьер-министр несколько раз об этом говорил. Необходимо повышать, да, долю казахстанского содержания в инвестиционных проектах также. Вот какие у нас меры предпринимаются в этом ключе? Ну, сфера закупок, да, она всегда у нас является такой привлекательной с точки зрения, потому что там есть гарантированный, да, сбыт своей продукции. В рамках так называемых регулируемых закупок туда входит и государственные закупки, закупки квазигосударственного сектора и закупки частично недропользователей. Эта сфера оценивается многотриллионная, да, там объем товаров, работ и услуг, которые ежегодно закупаются. И это один из способов, конечно, привлечения инвесторов, в том числе внутренних наших инвесторов, чтобы они могли свои товары, работы и услуги, в первую очередь, сбывать в Казахстане, пользуясь участием в таких закупках. Сейчас в последнее время правительство уделяет такое пристальное внимание к этой сфере. И мы сейчас готовим изменения в закон о государственных закупках. Он находится в парламенте, обсуждается депутатским корпусом. И там, конечно, мы акцент делаем на развитие так называемой внутристрановой ценности, который подразумевает закуп отечественных товаров, работ и услуг. Что касается вообще мер, конечно, можно... Первое, конечно, это институциональные меры. Да, вот мы создали инвестиционный штаб, сейчас зарабатываем в целом концепцию привлечения инвестиций в нашу страну. То есть это что значит? В рамках этой концепции мы предусматриваем создание единого окна, о котором говорил президент, создание цифровой платформы, чтобы инвесторы могли в онлайне работать, отслеживать все свои начала заявок до ухода реализации проектов. К этой базе мы подключим все госбазы, базы данных институтов развития. И каждая заявка, которая заходит на финансирование, инвестор может отслеживать от начала до конца все процедуры, в том числе разрешительные процедуры. Здесь тоже работаем над упрощением разрешительных процедур, связанных прежде всего с доступом к инфраструктуре. Так называемый зеленый коридор предусматривает введение такого механизма. Это чтобы привлекать инвесторов, которые хотят вложить в нашу страну больше 50 миллионов долларов США, мы будем предлагать такой механизм. То есть это приоритетное сопровождение этих инвесторов. Президент поставил четкую задачу внедрить
единое окно, чтобы инвесторам было удобно работать в Казахстане, чтобы меньше было бюрократии, проволочек всяких, чтобы мы своевременно оказывали все услуги. И налоговые преференции, да? Да, само собой, налоговые преференции, они есть, мы их сохраняем для инвесторов, тем более мы сейчас работаем над новым проектом налогового кодекса, где предусматриваем дополнительные меры стимулирования именно вложений инвестиций, в первую очередь в обрабатывающую промышленность. Геологоразведка уже мы в прошлом году ввели так называемый модельный контракт, где если инвестор приходит осваивать новые месторождения, нефтегазовые месторождения, то мы можем через модельный контракт предложить привлекательные условия, чтобы те затраты, которые сейчас они тратят на геологоразведку, в дальнейшем, если в случае успешной разведки выйдут на промышленную добычу, то тогда, конечно, они будут иметь хороший налоговый стимул для продолжения работы. Спасибо вам за уделенное время. Спасибо.